Приветствуем всех! Сегодня мы погружаемся в историю одного очень интересного этнонима «кыргыз». Здравствуйте. Да, тема действительно захватывающая. Откуда вообще взялось это название? Вопрос, скажем, прямо непростой. Совершенно верно. Окончательного ответа у науки пока нет, существует множество разных версий, гипотез. И вот наше сегодняшнее обсуждение будет строиться вокруг исследования Азата Абдессадер Улу. Он предлагает свою гипотезу, которая пытается, как-то связать данные из очень разных областей. Да, там и древние письменные источники, и археология, и даже генетика. Вот именно. Наша задача сегодня разобраться в этой конкретной версии, понять ее логику, аргументы, и посмотреть, насколько это все убедительно выглядит. Давайте начнем. Да, давайте. Стоит сразу сказать, что проблема происхождения этнонима «кыргыз» — это поле давних и, надо сказать, бурных научных дискуссий. Я так понимаю, гипотез много, но не все одинаково хорошо обоснованы. Именно. Зачастую опора идет просто на какие-то созвучия слов в разных языках. Но для серьезного анализа этого, конечно, мало. Чтобы понять этимологию, то есть самое первое изначальное значение слова, важен смысл, семантика. Смысл слова. Да. И вот автор исследования, которое мы сегодня обсуждаем, утверждает, что нашел ключ к этому смыслу. И нашел его, что интересно, в древнекитайских текстах. Древнекитайские источники, это уже интригует. О каких именно текстах идет речь? И что они могут нам рассказать об имени Кыргыз? Автор обращается к таким, очень важным источникам, как Таншу. Это официальная история китайской династии Тан, это 7-10 века нашей эры. Угу. А также к тексту письма танского императора кыргызскому Кагану. В этих документах имя Кыргыз записывалось китайскими иероглифами. По-разному записывалось. То есть как слышали, так и писали. Ну да, как-то пытались передать звучание чужого слова своими знаками. Вот автор приводит примеры «гэгунь». Это читается примерно «гэгунь». «Дзянькунь». Потом были формы «цигу», «дзегу», «хягусы», «хягу». Ого, сколько вариантов. Да. Но это все, важно понимать, лишь фонетическая оболочка, попытка передать звук. Автор считает, что гораздо важнее другая форма записи, которая там тоже встречается. Это форма сякгяс, сяксясы. Сягдясы звучит очень экзотично. А что это может значить? Эти иероглифы можно как-то расшифровать? Автор предлагает свою трактовку. Вот смотрите, первый иероглиф «ща», он переводит как «черный» или «смуглый». Черный. Да. Второй «гя», как секира, боевой топор. Секира. Именно. А третий иероглиф «сы» — это, суффикс принадлежности или указательное местоимение, что-то вроде «его», «их» или просто «это». И что получается, если сложить? Получается примерно так. Это народ черных секир. Автор идет дальше и предполагает, что вот это китайское написание, оно отражает древнетюркскую форму, он ее реконструирует как «кара-кирки». Кара, керки. Да. Кара — это известное тюркское слово «черный», а керки — это корень со значением «резать», «рубить», и отсюда слова вроде «топор», «секира», или «кирка». Народ черной секиры. Звучит, надо сказать, довольно воинственно. Но вы же упоминали еще письмо императора. Там, кажется, был какой-то другой образ, не про секиру. Да-да, это очень интересный момент. Речь идет о письме танского императора Сюаньцзуна кыргызскому Кагану по имени Ажо. Письмо датируется 845 годом нашей эры. Угу. И вот в этом тексте император использует такое, знаете, очень образное выражение. «Тенджи», «тенджи» — буквально «небесный тракт» или «небесная улица». Небесный тракт. Да, но в китайской астрономической традиции это устоявшееся название для звездного скопления Плеяды в созвездии Тельца. Плеяды. Именно. И вот это название Плеяд используется в письме как метафора. Метафора, относящаяся к кыргызам и их правителю Ажо. Автор исследования видит здесь вторую важную семантическую линию — связь с небом, со звездами, конкретно с Плеядами. То есть, получается, образ небесного народа или народа Плеяд?
Да, что-то вроде того. И что любопытно, это ведь перекликается с тем, что мы находим в древнетюркских рунических надписях, которые оставили сами предки кыргызов на Енисее. А что там? А там встречается выражение «тенри-эль». Его как раз и переводят «небесный народ» или «божественный народ». Вот, например, на каменной стеле Уюктуран, у нее номер Е3 в научной классификации, там есть надпись с кыргызской тамгой. И там говорится «очень кюлюк тирик, бен тенгри-элим», то есть в моем небесном народе. «Я был знатен» или «богат». Поразительно. То есть китайские источники по этой гипотезе дают нам как бы два ключа к пониманию. Выходит, что так. С одной стороны, люди-секиры, что-то такое земное, материальное, а с другой — небесный народ, связанный с плеядами. Очень интересно. А есть ли какие-то подтверждения этим образом в других древних культурах? Ну, может, кто-то еще заметил эти же особенности? Автор считает, что есть, и обращается к совершенно другому региону и эпохе, к античным древнегреческим источникам. К грекам? Да, он анализирует известный миф о происхождении скифов, который записал Геродот. Это V век до нашей эры. Помните, там у первого скифского царя, Таргитая, было 3 сына. Да, что-то припоминаю. Липаксаис, Арпаксаис и младший Калаксаис. Имя записывается как Калаксен. И вот при них с неба падают золотые предметы. Плуг, ярмо, чаша и вот тут, внимание, секира. По-гречески «сагарес». Секира, опять она. Да, младшему сыну Калаксаису удается завладеть этими предметами, он становится царем. Автор гипотезы обращает внимание на имя Калаксен. Он предполагает, что оно может происходить от греческого глагола «коладзо» — «коладзо». А что он значит? Он означает «резать», «рубить», «отсекать». И автор связывает этот греческий корень с тем же самым протюркским корнем «керки», который мы уже обсуждали. То есть, который был в Каракерке из китайских источников. Именно. То есть, получается, и здесь, в греческом мифе о скифах, по мнению автора, неожиданно всплывает та же самая семантика «резать» или «секира». Снова секира. У греков, в мифе о скифах. Это, конечно, довольно смелое сопоставление, а плеяды. У греков есть какая-то связь между этим Калаксаесом и плеядами, как мы видели в китайских источниках? И вот тут, по мнению автора, находится еще более, просто поразительное совпадение. Он ссылается на фрагмент из творчества древнегреческого поэта Алкмана. Алкман — это кто? Он жил в Спарте во второй половине VII века до нашей эры. То есть это задолго до Геродота и уж тем более до китайской династии Тан. Значит, еще раньше. Да. И вот в одном из его гимнов, это так называемый Парфений, хоровая песнь для девушек, есть такие строки, я приведу в поэтическом переводе. «После Агида вторая красотою, Калаксаев конь за приз с Ибенским спорит. Поднимаются плеяды в мраке амбрузийной ночи». Подождите, Калаксаев конь и плеяды в одном отрывке? Именно. Смотрите, что получается. В одном коротком фрагменте Алкман упоминает Калаксаев, вероятно, народ, связанный с мифическим Калаксаисом, и тут же рядом плеяды, которые восходят на ночном небе. Удивительно. Автор трактует имя Калаксая через уже знакомую нам семантику «резать секира», связывая его с керки, и указывает, что Алкман, независимо от китайских хронистов, тоже связывает этот народ с плеядами. То есть и античные источники из совершенно другой культурной традиции, возможно, содержат ту же самую связку. Получается, что так. Значение, связанное с секирой, и культурный символ плеяды, которые, кстати, имели огромное значение в календарях и мифологии очень многих древних народов Евразии. Да уж, удивительно, как далеко расходятся эти нити. Китай 7-9 веков нашей эры, Греция 7-5 веков до нашей эры, а символы секира и плеяды совпадают. Хорошо, если принять эту лингвистическую и мифологическую реконструкцию, что она нам говорит о времени и месте возникновения самого этнима кыргыз? Когда и где это могло произойти, если следы ведут так далеко в прошлое? И вот здесь мы подходим к самой, пожалуй, смелой части этой гипотезы.
Опираясь на вот эти лингвистические, мифологические параллели, а также привлекая данные других наук, автор относит возникновение этнима кыргыз к очень глубокой древности, Насколько глубокой? к эпохе бронзы, а именно к андроновской археологической культуре. Датируется эта культура примерно 17-9 веками до нашей эры. 17 и 9 века до нашей эры. То есть имя кыргыз могло появиться почти 4000 лет назад. По этой гипотезе, да. Андроновская культура, насколько я помню, это же огромная общность эпохи бронзы. Она занимала колоссальные территории от Южной Сибири, Минусинской котловины на востоке до Урала и Средней Азии на западе. Это очень смелое предположение связать этноним с такой древней и обширной культурой. Какие аргументы приводятся? Вы упоминали генетику. Да, автор ссылается на генетические исследования. В частности, он приводит данные из открытой базы Y-Search. Это такой проект, где люди делятся результатами своих генетических тестов, в основном по Y-хромосоме, которая передается по мужской линии. И что там? По интерпретации автора, генетические маркеры, гаплогруппы, современных кыргызов и те маркеры, которые были выявлены у представителей андроновской культуры, их древние останки ведь исследовали палеогенетики. Так вот, эти маркеры показывают высокую степень совпадения. То есть прямое генетическое сходство. Автор представляет это как свидетельство прямой генетической преемственности по мужской линии, преемственности, которая тянется с бронзового века до наших дней. Он даже приводит таблицу для сравнения. Конечно, надо понимать, что интерпретация данных популяционной генетики, древней ДНК, это всегда сложная задача, но автор видит в этом сильный аргумент. Понятно. Генетика используется как указание на возможную очень глубокую связь предков кыргызов с населением андроновской эпохи. Хорошо. А что говорит археология? Материальная культура андроновцев как-то подтверждает эту гипотезу? Про древность этнонима и его значение секира. Археологические данные используются автором для подкрепления гипотезы сразу с нескольких сторон. Так. Во-первых, территория. Как было верно замечено, андроновская культурно-историческая общность занимала огромные пространства. И важно, что эта территория включает и Минусинскую котловину, где позже мы находим енисейских кыргызов. Угу. И Семиречье, и Тянь-Шань, то есть земли современного Кыргызстана. Автор подчеркивает культурное единство этой огромной зоны в андроновскую эпоху и говорит об автохтонности населения, то есть о его местном происхождении. А что это значит для происхождения кыргызов? А это позволяет ему оспаривать довольно распространенную идею о том, что кыргызы пришли на Тянь-Шань относительно поздно, мигрировав с Енисея. В рамках этой гипотезы и Тянь-Шань, и Енисей — это все часть единой обширной прародины, где этногенез предков кыргызов шел с глубокой древности. Интересный взгляд. А второй момент. Артефакты. Да, артефакты. При раскопках андроновских памятников и поселений и могильников археологи действительно часто находят оружие, в частности, боевые топоры. Топоры, вот и они. Да, упоминаются разные типы. Двойные топоры, топоры-молоты. Но особенно характерны для андроновцев так называемые кельты. Это такие бронзовые топоры со втулкой, куда вставлялась рукоять. Кельты. Да. И автор напрямую связывает обилие этих находок с предполагаемой семантикой этнонима керги — секира, топор. Логика тут проста. Если народ назывался «народ секиры», то и секиры должны были играть в их культуре важную роль, что вроде как и подтверждается археологией. Логично. А третий аспект. Вы говорили про культурные маркеры. Да, и это, пожалуй, самое любопытное. Автор выделяет ряд особенностей быта и культуры андроновцев, которые, по его мнению, удивительно стойко сохранились у кыргызов. Вплоть до недавнего прошлого или даже до наших дней. Это как бы живые ниточки, протянувшиеся через тысячи лет. Какие, например? Острогало. По-кыргызски они называются сака или чука. Да, известная игра. Археологи находят множество таких косточек на андроновских стоянках. Иногда даже с какими-то метками, похожими на тамги, родовые знаки. А у кыргызов игра вальчики, особенно знаменитая помандная игра орда, это до сих пор важная часть национальной культуры.
Поразительно. Что еще? Накосные украшения. Различные подвески, которые женщины вплетали в косы. У андроновских женщин на ранних этапах такие украшения делали из ракушек, позже из бронзы. А у кыргызских? А кыргызские женщины носили очень похожие металлические накосные украшения вплоть до середины 20 века. Тоже совпадение. Дальше. Обычай раскалывать трубчатые кости животных после еды, чтобы достать и съесть костный мозг. На андроновских поселениях находят много костей со следами такого раскалывания, и у кыргызов этот обычай сохраняется. Еще один момент – отсутствие свиноводства. Анализ костных останков с андроновских памятников показывает, что свиней они не разводили. Основа хозяйства – крупный и мелкий рогатый скот – лошади. А кыргызы? А кыргызы тоже исторически свиноводством не занимались. Получается, довольно стройная картина выстраивается, если следовать логике этой гипотезы. Генетика указывает на связь с андроновцами. Территория андроновской культуры охватывает и Енисей, и Тяньшань, что говорит о возможном единстве. Археология находит топоры, вроде бы подтверждение семантики секира. Плюс к этому целый набор бытовых привычек, культурных черт. Альчики, украшения, кости, отсутствие свиней. Да, которые тянутся из бронзового века до наших дней. И все это вместе, получается, ставит под сомнение стандартную схему. Ну, о поздней миграции кыргызов с Енисея на Тяньшань. Именно так. Представленная гипотеза рисует картину, скажем так, непрерывного присутствия предков кыргызов на очень широкой территории, включая Тяньшань с глубочайшей древности, начиная с бронзового века. Идея о том, что кыргызы сформировались на Енисее и лишь потом, относительно недавно, переселились на Тяньшань, в этой концепции как бы уступает место идее о единстве и автохтонности на этой обширной территории с самого начала. А есть еще какие-то аргументы в пользу этого единства? В качестве дополнительного штриха, указывающего на древнее единство енисейских и тяньшанских групп, автор приводит тот факт, что в родоплеменной структуре современных кыргызов в Тяньшане есть племя Житиген. Житьеген. Связи и общего происхождения населения этих регионов. Что ж, давайте попробуем подвести итог этому нашему глубокому погружению в одну конкретную, но очень интересную гипотезу, согласно исследованию Азата Абдесадыр Улу, которое мы сегодня рассмотрели. Да, попытались разобрать по косточкам. Этноним «кыргыз», возможно, имеет очень древние корни. Его значение может быть двойным. С одной стороны, связано с понятием «секира» или «топор». Через предполагаемую пратюркскую форму каракерки, отраженную в китайском сяджесе и, возможно, в греческом мифе о Калаксаисе. А с другой стороны, оно имеет символическую связь с плеядами, что отражено в китайском Тяньцзы и в самоназвании Тенри-эль – «небесный народ». Верно. И возникновение этнонима гипотеза относят к бронзовому веку, к андроновской эпохе. Это 17-9 века до нашей эры. На огромной территории от Сибири до Средней Азии, включая земли современного Кыргызстана. Да, и гипотеза эта строится на комплексном подходе. Пытается увязать лингвистические параллели в китайских и греческих источниках, данные популяционной генетики, археологические находки, особенно эти топоры кельты, и этнографические параллели. Игры, украшения, бытовые обычаи. Да, все то, что указывает на возможную культурную преемственность с андроновских времен. Да, это действительно амбициозная попытка связать воедино данные из очень разных областей знания и очень разных временных эпох. Мы видим здесь и лингвистические реконструкции, и сопоставление далеких письменных мифологических традиций, и интерпретацию генетических маркеров, и анализ археологических артефактов, и поиск вот этих устойчивых культурных практик, которые могли пережить тысячелетия. В результате вырисовывается впечатляющая панорама очень древних истоков этноса и удивительной стойкости некоторых его культурных кодов и символов, если, конечно, принять аргументацию автора. Безусловно. Весьма любопытное исследование. Оно, безусловно, заставляет задуматься и посмотреть на историю происхождения имени целого народа под несколько иным углом. И это, в свою очередь, подводит нас к такому, знаете, интересному вопросу, над которым можно поразмышлять уже после нашего обсуждения. Какому же? А вот если предложенные в гипотезе связи действительно так глубоки и реальны,
Вот эта символика секиры, связь с плеядами как небесным народом, андроновские корни, уходящие в бронзовый век, то каким образом эти древние символы и культурные коды могут продолжать жить и влиять на самоощущение, на идентичность, может быть, даже на какие-то повседневные практики народа сегодня? То есть, возможно, это влияние не всегда осознается. Вполне возможно. Может присутствовать где-то на глубинном уровне культуры, в коллективной памяти. Вот такая, так сказать, пища для размышлений.